Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Мирнинском районе республики. По сообщению ГИБДД, 74-летний водитель автомобиля Toyota Hiace, двигаясь по автодороге Анабар в сторону поселка Чернышевский, в районе 174-го километра не справился с управлением и съехал в правый кювет с опрокидыванием автомашины. В результате происшествия женщина 65 лет и мужчина 37 лет получили травмы. Сам водитель не пострадал. Проверка медицинского освидетельствования показала, что пожилой мужчина не был выпившим. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Со слов автомобилиста, скорость не превышала 70 км в час, а авария произошла из-за того, что машину занесло, и он не смог ее выровнять. На машине были установлены зимние шины. В Якутске полицейские по горячим следам раскрыли уличный грабеж. Пострадавший сообщил, что вечером возле жилого дома неизвестный мужчина силой отобрал у него сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении. Подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался безработный 42-летний уроженец Усть-Майского района, ранее судимый за угон. В день происшествия потерпевший познакомился с подозреваемым, и мужчины вместе выпили. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что новый знакомый находится в состоянии опьянения, оттолкнул его, выхватил у мужчины телефон и скрылся. По его словам, похищенное он сбыл случайным прохожим. В его отношении возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. Бывший оперуполномоченный районного отделения внутренних дел Жиганского района предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть одного из задержанных. По сообщению Следственного комитета, по обращению местной жительницы оперуполномоченный начал поиск ее отца. Он узнал о возможной причастности к безвестному исчезновению разыскиваемого двух местных жителей. Один из них пояснил, что не знает об этом. Несмотря на это, оперуполномоченный незаконно поместил мужчину в камеру административного задержания. Как установлено следствием, в этот же день второй заподозренный был доставлен в отделение полиции и помещен в камеру. Второй задержанный сообщил о своей причастности к убийству разыскиваемого и рассказал о месте сокрытия его тела. Но после неудачных поисков полицейский вернулся в участок и жестоко избил его. От полученных травм мужчина скончался в помещении дежурной части. Второй потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы, где сообщил об избиении. Оперуполномоченный был задержан и помещен под стражу. В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. 24-летний житель Мирнинского района подозревается в краже смартфона. В день происшествия потерпевший познакомился с подозреваемым на улице и пригласил к себе в гости с целью совместного распития алкогольных напитков. Во время застолья между новоиспеченными приятелями произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры, опасаясь агрессии гостя, выбежал на улицу, а когда вернулся обратно, то увидел, что новый знакомый покинул квартиру и прихватил с собой его смартфон. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина убил человека во время застолья в Ленском районе республики. По сообщению Следственного комитета, его задержали и поместили в изолятор. По предварительной информации, 9 октября во время рыбалки к группе мужчин присоединился незнакомый человек, после чего компания начала распитие алкоголя. В ходе застолья между одним из рыбаков и присоединившимся к ним мужчиной возник конфликт. Затем завязалась драка, и в последующем незваный гость схватил нож и нанес потерпевшему один удар в бедренную часть левой ноги, говорится в сообщении Следкома. На следующий день пострадавший скончался в реанимационном отделении Ленской центральной районной больницы. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор. На данный момент расследование продолжается. Пенитенциарная система Баварии намерена дать высокотехнологичный ответ передовым методам контрабанды запрещенных вещей с воли в места заключения. Министр юстиции федеральной земли Георг Айзенрайх на презентации в мюнхенской тюрьме Штраубинг лично испытал пушку, стреляющую сетью для ловли беспилотников. Именно с помощью дронов подельники переправляют заключенным наркотики и оружие. По словам министра Айзенрайха, пушка выбрасывает сеть для ловли дронов посредством сжатого воздуха. Она безопасна для людей, живущих по соседству с тюрьмой, и персонала. Мы осознаем, какую угрозу для безопасности представляют дроны. С 2015 года мы 57 раз наблюдали их рядом с тюрьмой и над ней. Дважды мы обнаруживали дроны на территории тюрьмы. Они перевозили мобильные телефоны и наркотики. Устройство под названием Dropster выпускается швейцарской компанией DropTech. Она специализируется на разработке и производстве легких, удобных и прочных средств борьбы с БПЛА для военных, полиции, служб безопасности и систем исполнения наказаний. Фирма предоставляет услуги по обучению будущих пользователей. Внедрение сетевых пушек в Штраубинге власти рассматривают как пилотный проект. В случае успеха ими оснастят и другие подобные заведения.
Как сообщило Баварское радио, сфера применения дронов не ограничивается контрабандой. Их запускают из любопытства и для того, чтобы сделать снимки заключенных.